Мой отец во вторую чеченскую работал в ССО, службе специальных операций. По его рассказам, на тот момент очень хорошо закрементовали себя вакуумные бомбы, оставляя после себя практически решенную задачу. Почему в сегодняшнем противостоянии мы не видим применения данных боеприпасов? Я начинаю. Давайте. Я тоже наблюдал действия вакуумных бомб, причем не только во вторую, но и в первую чеченскую. На моих глазах. Я еще в Афганистане. Я на моих глазах, как-то грачи прилетели. Как это село-то называлось, господи? То ли Дачу-Барзой, нет, не Дачу-Барзой, в Росмартановском районе, Рошничу или Гехичу, по-моему, Гехи, да, Гехичу. Вот по Гехичу наносился удар, и вот, причем, значит, грачи прилетели, там вот такие грибы вставали огненные, мы прямо вот смотрели всей батареей там на это Гехичу, мы как раз напротив них стояли. Тогда еще Гехичу были заняты противником, это сентябрь 95-го года. Вот. И да, успешно применялись. Проблема заключается в том, что точно сбросить подобного рода бомбу может только тактический штурмовик-бомбардировщик с относительно небольшой высоты. Иначе он просто промажет, и она взорвется не там, где нужно. Это неуправляемая бомба. Наверное, есть сейчас уже и управляемые, но я так понимаю, их у нас не очень много, но все равно их должен сбрасывать тактический бомбардировщик. И это не ракета, подчеркиваю, которую можно запустить с расстояния 10 километров, 15 километров, не попадая в зону действия тактической ПВО. А эту бомбу, чтобы в нее попасть, надо зайти обязательно в эту, чтобы попасть. А иначе зачем она нужна? Если она попадет неизвестно куда. Причем, как по закону подлости, она попадет именно в какой-нибудь жилой район. А там все застроено жилыми районами. Дальше, кроме того, противник как раз и держит жилые районы, где находится значительное количество не уехавших, потому что ехать некуда, мирных жителей, как раз стариков, детей, инвалидов. Но, подчеркиваю, здесь главный вопрос в том, что для того, чтобы точно попасть, нужно зависнуть над этим объектом, над ним пролететь. И на не очень большой высоте. А расстояние от 2 километров и выше, как мне пишут очень многие наши летчики, это, особенно со второго захода, это гарантированное поражение любого летательного средства российского. Когда бомбили в Чечне, когда бомбили в Афганистане, у противника, конечно, были ПЗРК, но их было мало. Их было мало, и они не доставали. И наши летчики, опять же, были намного более профессиональны, чем сейчас. И самолетов у нас было намного больше. Сейчас каждый самолет фактически на вес золота, все равно, каким бы он ни был. Потому что только авиацией можно купировать прорывы украинской бронетехники на некоторых участках фронта, как это произошло под Давыдовым Бродом.